Прывітанне, паважаныя нашы сябры. Здрасте. Рудабельская показуха. Сёння мы удвоих, тому что Убрали раздражитель. Андрей бдил ночь. Вы бачили, как он там хулиганов разгонял? А что, громко Ну, петь нельзя? Громко. Сейчас сколько сейчас времени? Вы на время смотрите? Сколько сейчас времени? Час. Знаете, что это? Что Да нельзя хуище. такое делать? Навошта нам Вообще. милиция, если мы можем сами какую-то дружину вот собрать, дежурить и разгонять с помощью видеокамер всякое хулиганье. Милиция надо, чтобы приехали, мне штрафу дали за ненадлежащее содержание, чтобы приехали, паука скрутили. Для этого милиция. Если вы затронули эту тему, привет, друзья, я бы хотел сказать, что вот мне показалось, парни реально получили урок. Не думаю, что им захочется еще. Никто бы не захотел после такого. Можем повторить, сказать. Да, такое повторять. И я бы тут хотел сравнить эффективность Работы милиции. Валентининых заседаний на админкомиссии, когда там что-то напишут, непонятно, что происходит, когда мне нельзя было снимать разборки над Васиным персиком. То есть и вот это метод работы. здесь Реально Все посмотрели, все все сделали. Очевидно, эффективно. Да, посмотрели, оценили пацанов, стоит ли им верить. Вот, И без всякой бумажной пацаны знают, волокиты. да, что за ними сейчас пристальное внимание будет вот со стороны общественности. И им не захочется это больше повторять. А поэтому вот такой интересный метод. И это что? И паук же нигде не учился, не получал дипломов там в высших школах чиновников Главным каких-то, да? инженером не работал Ну, у Коммунгозе, у Жлобине. Делами райисполкома не управляя, это все самоорганизация. Вот Да. каждый из нас может бдить общественный Вот порядок. видите, как важно общество, как эффективно общественное порицание. Так Ну. вот, подождите, так вот про общество, да, то есть мы этих пацанов в 10-м, там 11-м кизах слышали все, окна у всех сейчас открыты, орали они очень даже прекрасно, но вышел только один паук, то есть вот когда мы говорим, вот каждый может так, вот все, ну так вот мы видим, что не все. Не все. А до этого К же сожалению. я ж дрифтунов за это Да. сфотографировал, их тоже И то есть наказала милиция. Вот многие же мамы жалуются, то, что ездят там на этих мотоциклах громко, дети там просыпаются, то есть много кому мешает, но все почему-то терпят. слышишь, То ли я- надеются на милицию, то Так ли я они- не Я бы знаю. даже сказал, у меня начальник РВД говорит, он же там живет. Говорит, я сплю, думаю, где там что ездит? Даже начальник РВД не может выйти и Так и он разобраться. спит и думая, а паук ходит и да. снимает. Да, паук ходит и робит працу. Ну-ка, платите мне гроши за общественный контроль. Вот-вот, и Еще зато учит вас, как еще надо же работать. бесплатно. Нам рассказывают, что у нас район развивается и будет И развиваться будет развиваться и да. дальше. Так я вот интересно думаю, вот если пожелать нашим выпускникам, чтобы они вот после своих золотых медалей, высших учреждений учебных вернулись на родную землю, поднимать наши колхозы, поднимать наше образование, наш райисполком, может быть, вот если от души такое желать, вот что родители испытают, как ты думаешь, хотят они своим детям такой судьбы, вот, которые Конечно. учились на 5, Конечно. чтобы они в район вернулись? Не, чтобы на Ну. посады туда. Нет, на Не, так посады, яны да. чаму не вернуцца, тому што яны калі бесплатна адвучацца у установе вучэбнай, то калі ты з Октябрьскага Отработка. района, у нас звычайна так, калі ты з Октябрьскага района Гомельскай вобласці, то ты будзеш у дзе-нибудь у Витебской области, там у каком-нибудь колхозе. У нас кстати, звычайно да, так. отработка, точно. Ну, короче, добрый путь. А хлопцы, видно, Ну, вот мне по что- зауголлі А курили, хлопцы, да, курили по хлопцы. зауголлі и не отрымали медали. Бухать. Вот знаешь, вот это вот, эта тема, которая меня всегда беспокоит. Вот как все умницы, так девочки, а как начальники, так все мальчики постоянно. Потому что с правильными людьми курили за угольем, Ну, по это зауголлям тоже, и выпивали. Рудабельская показуха. Вот, кстати, интересный момент, даже мое имя прозвучало на странице газеты. Серьё, Оля Паук. Польщина. Ого-го. Так, дело в том, что на самом деле вопрос серьезный и исходит не столько от меня, сколько от родителей маленьких детей, которые интересовались, собственно, как так получилось, что группы в детских садах в вот этом нашем неблагоприятном районе по коронавирусу были объединены. И вот какими же они там руководствовались
законодательными актами или там... Что у зовами них было в сердца. голове, Да, говори что у них уже было в так. голове, и что так получилось. Ну, вот так дали мне такой ответ, там всякие бла-бла-бла, Министерство здравоохранения, о том, что вот в апреле-мае таких случаев не было, то есть они вот объединяли. Но, насколько я знаю, что люди, которые работают в этом детском саду, родители, они, собственно, были против этих объединений, ну, потому что наш Октябрьский район, конечно, по неподтвержденным данным сейчас держит 2-е место в области по уровню заражения, поэтому, тем не менее, если вот случаев не было, это называется, не было у вас несчастных случаев, будут, да, вот они объединили, и дети в Октябрьском тоже заразились, маленькие дети, а вот, например, многие взрослые, переболевшие уже там с симптомами, без симптомов, имеют проблемы, ну, как бы, те рубцы, там, последствия на легких на всю жизнь, так они же уже выросли, уже жизнь пожили, а вот представляете, дети, дошкольники, вот они сейчас коронавирус перенесут, им на всю жизнь отметено, Да. и вот где та ваша человечность, где та ваша забота о детях, вот я не знаю, Где-то ваше мирное небо. лишнего рубля И вот на многое той детский другое. сад хотя бы не потратить, Ага. ты зарплаты посъединять, и там ты группы пообъединять, чтобы на чем сэкономить, ну вообще, вот честно сказать, прям сил нет, вот мы не ходим в детский сад, и сделали правильный выбор, потому что ждать добра вот от нашего руководства не приходится. Говна на лопате. Продолжается тема коронавируса. Знаете, все-таки наши отчеты вот эти еженедельные, которые они предоставляют, все становятся более обтекаемыми и обтекаемыми. Вот, например, в этот раз уже не сказали, сколько у нас в районе за неделю было зарегистрировано новых случаев. Заболеваний. Да, вот Барановский говорит, на сегодняшний день обстановка в районе стабильная. Ну так стабильно хреновая. Или стабильно стабильно хорошая. хорошая, Стабильно что это же не означает хорошо. Можно То есть стабильный стабильно- упадок. Да, да. Стабильный мор. Ну, то есть стабильно у нас люди заражаются, да, и вот нам тут уже тоже рассказывают, что сейчас на лечении 25 человек с пневмониями и 14 с подтвержденным коронавирусом, но это на данный момент, а за какой период это произошло, то есть из этого вашего интервью мы уже не понимаем, и обратите внимание, кстати, на то, как упали ваши лайки, и то, что люди только плюются с того, что вы теперь снимаете, потому что никакой информации не получаем, и, кстати, интересная информация, что выздоровевших у нас уже 147 человек, но... Надо вот поискать, кстати, в видосе, что вообще-то еще 2 недели назад объявлялись о том, что у нас было выздоровевших 167 человек. И это сам Барановский своим ротом сказал. А теперь Так вот написали коли ты 147. брешешь? Так я тоже не поняла. То есть что-то вы там замудрили, короче. Ну. Да, 167 за неделю было выздоровевших. Да. Еще больше, да? Плюс 147. Вот, значит, и ситуацию с детским садом еще прокомментировала наша Марина Балынская, это начальник образования. Угу. Вот, Что значит, она комментирует? Что она комментирует, что вот всегда у нас очень любят выпячивать, как люди, которые скончались, они от хронических заболеваний, так вот у нас очень любят писать, что тест был вероятно положительный у одного из работников детского сада. Вероятно. Да, и вот, дело в том, что детский сад на карантин так и не закрыли, но соблюдаются противоэпидемиологические мероприятия, то есть детей, детей уже заразили, и то есть это называется и продолжаем это делать. Да. Вот как называется вот то, что продолжаются ваши эпидемиологические Стабильность. обстоятельства. Там, где клен застрял, меж такечин вдруг, говорили мы про твоих подруг. 2 фотографии про До, после. Третья страница, ну там что попало не печатают, да? Так оказалось, да, вот тут там бла-бла-бла, оказывается, люди обратили, что сук клена, сук клена, да, в общем, сломался сук и застрял, и, в общем, может порвать провода. Так вот, оказывается, тут бла-бла-бла что-то, что в таких случаях по закону хозяин сам обязан выполнять необходимые работы, но сук отлетел так, что проломил забор, застрял между ограждениями, оказавшись одной стороной во дворе дома, а другой на улице. Все уже непонятно, чей он, или он там наш, или он не наш, да, такое пограничное нет, чому? состояние. Там уже метр считается, что Ну, мы блин, наверное, повинны косить. длинный
длинный сук, значит. Так, слухай Длинный дальше. сук. Да. Так вот, усложняло ситуацию то, что он был размером с молодое, крепкое дерево. Самим хозяевам это было сделать невозможно. Вот. Так оказывается, что на прошлой неделе при содействии заместителя председателя райисполкома Киселева, управляющего делами райисполкома Шлапаковой, проблема была решена. Это ж целое совещание, напевно, Так, было. слушайте, и меньше в решении вопроса и заинтересован председатель сельсовета Александр Луцкович, да? Еще один чиновник. Да, так я вот почитала это все и думаю, ну надо было это перезаглавить это, сколько чиновников надо, чтобы убрать сук. Ну, это как знаешь, сколько в Овчуках нужно людей, чтобы закрутить лампочку. Знаешь? Один, потому что мы очень... 5. Я знаю. Один на табуретке, А другие 4 крутят. поднимают и крутят. Если бы люди сами справились, баб про их написали, чтобы Не. тут не было... Так это ж, ну правда, так это целые, наверное, там Шлапакова такая так- руководила ситуацией, там Киселев там тоже подсобил где-то, но я не Шветочка знаю. нам кофе в кабинет 3 штуки. Мы тут сук убираем. Тут сук будем убирать. Рудобельская показуха. В рамках республиканской акции «Наш животновод» ценными подарками были отмечены работники, да? Ценными подарками. И вот все, больше про подарки ничего. Это интересно, какая их ценность, сколько Ну, они торба, потратили. ты знаешь, такая Ну, наверное, великая. Ну, пакетик красивый там, да. Так вот мне Торба интересно... пригожая, з ружами тут. Бачиш, з кветками розными. с одной А тут стороны- вот у одной с маяком даже бачики с пригожие. Эйфелевой башней. Ну, так, Свежие понимаете, некие. что просто они как будто бы похвалились, да, но как будто бы и нет, потому что если бы подарки были сильно ценные, ну вот правда, да, так они бы написали, мы бы им подарили там мобильные Ну телефоны. ты бачишь, или там... женщина держит Даже не тяжкая. двумя пальчиками. Не А может тяжкая. это торбы являются ценными подарунками? Я боюсь, что это может быть так, Коштовность. это кошмар. Ну так где ты? Я у себе у шкафе такую торбу с маяком, чи с ружами не куплю. Я бы хотела, чтобы вы уже, если хвастаетесь ценными подарками, так напишите, чтобы все правда поняли, что вы Да, людей ценными цените. палка сыровяленой колбасы, там вещения, бутылка шампанского советского полусладкого, набор одноразовых брыт-жилет, Ну, там, что там было? ну. И интересно, И или чим яны ценные то, что каштуюць? дорого, или Ці или ценные то, память. что это для человека. А ты, еба, вот это да! Значит, у нас вот 14 ребят на 2 часа в день приходили в школу, выполняли работу, которую поручал им куратор. То Ох, есть, блин, як я ненавидел. У нас тоже в школе такое ну, было. вам гроши не платили. Ні, треба було відпрацювати, як мені це бісило. Ну да, у нас, як, кстати, як це називалось? Практика. Да, Практика. на практику ходить. И там копали ты градки всякие и носили шмеч, и мне это бесило. Я мог уже на озере где-то плескаться и отпочивать. Потому что же я и жил, ведаешь, я же не жил у квартиры. Ну. Я жил в своем доме, свиней чистил, корове давал, свиньям давал, индюкам не давал. Просто вот в городских школах я знаю, что практика это если и была, а чаще всего ее не было, то, ну, она такая была лайтовая, там пришли, что-то там, У ночи, клубочку где-то. у ночи поколупали, где-то что-то. воробьям дули подавали, ворон полечили. Ну, а мы в деревне ж натурально ездили на поле, там, картошку помолоть. Так это спочатку каникул, а потом по осени, еще ж на бульбу возили збирать. потом снимали с уроков. Нет, да. там не подобалось. А мне нет. Мы первый Нет. раз там попробовали, Нет, что это такое было для меня, это было вино, страшно. что такое женщины в У меня трико. такого не было, потому что мне не, поэтому мне не понравилось. Любимых своих наставниц побачили у трико. Это было интереснее, да? Обтягиваешь. Ну, а у меня в 8 классе, я сейчас помню, было 40 часов той практики, да, и вот тут все так расписано, как дети сами хотят вот Да. заработать ту копейку. А я Кров вот з носа помню, течеш. что як мы не хотели, а на нам шипели, да мы вас не попереводим у других класс, если вы все 40 часов Да у не вас знаки там поотрабатываете. будут Да, и в общем, ниже плинтуса. короче, ну такое себе, и гроши никто не платил. Так а вот сейчас вот гроши платят, так, и говорят, вот тоже, не знаю, те хвастаются, те не, ну пишут, что заработок при этом составит примерно 50 рублей.
Это за сколько? Но тут написано, что они ходили 10 дней. За 10 дней 50 рублей? 10 дней по 2 часа, 20 часов 50 рублей. Труд ребенка в час стоит 2,5 Година рубля. 2,5 рубля. Знаете, мне это напомнило, собственно, вообще, вот нас вообще ставят в такое положение с самого детства, что труд Раком. должен быть бесплатным, да, то есть если мы с тобой горбатились так просто на корысть колхоза, да, то сейчас дети трудятся за 2,5 часа, за 2,5 рубля в час. На годину. Да, и у меня вот, я когда вот это читала, я, извините, также вспомнила еще наши дополнительные занятия во второй школе при подготовке к 1 классу. И, слушайте, занятия в месяц, которых было 4 часа в месяц, стоили 6 рублей, может, там 70 копеек, 6 рублей 40 копеек. Честно, я когда увидела эту цену, мне стало прям страшно. Страшно, потому что это настолько дешево, это настолько бесплатно, и, ну, это же дополнительное образование, это же не обязательно, и мне так стало эту учительницу жалко, что она вот выходит в субботу, когда у нее, в принципе, выходной, к ней там ходило, может, 5-7 детей, и вот и на этих 6 рублей с одного ребенка за целый месяц получала. Ну, не должно быть так, ну, не должен. Человеческий труд, особенно труд творческий, труд, когда ты прилагаешь не только мозги или руки, но еще и душу, стоит 6 рублей. Ну, это стыдно просто. Рудобельская показуха. Выдержим и победим. Вот ты как думаешь, это про что? Я думаю, что выдержим всех этих крикунов, которые на площади выходят. Победим здравый смысл, Да. свободу и правду. И Ну, как вот, да. 25-летняя стабильность еще будет протягиваться. У нас вообще выбрали новое правительство старым президентом еще до выборов. Такого не было, это вообще, это наше экономическое чудо просто. Да. Вот эту вот статью я прям считаю, должен прочитать каждый белорус, потому что тут у нас прямая речь гражданина Лукашенко, и вы можете вот ощутить, что Ёвенко может даже лучше пишет. Нервно палить у сторонки. Ну да, потому что полгода или даже больше, чем полгода тому назад они начали процесс ротации кадров. Даже год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров. Что это такое, я не понимаю. Министр образования пришел новый, вице-премьеры, то есть это естественный процесс. Вот они нас вот пытаются убедить о том, Нет. что ту херню, которую они творят, это естественный процесс, чтобы вы знали. Не, Вольга, по-другому. Ну. Да к чему то, что министры приходят новые, это естественный процесс, а то, что президент сидит старый, это отрымывается неестественно. Ну, таки З да. ваших же Где слов. наша ротация кадров в Да. президентах? Я Что не там поняла. уродцы у кадра этого? Так и вот президент, он как у нас человек очень такой глубоких познаний. в разных- Волевой, да, так да. можно Вот сказать. он расскажет, я же понимаю, как спортсмен, вот, и здесь он выступает как спортсмен, А. что нельзя вас разогнать до бешеного темпа, потому что сердце у кого-то может не выдержать. Я не собираюсь тут заниматься каким-то навалом, наскоком, чтобы кому-то голову сломать, а все-таки кому-то пытается сломать. Ну, Вот как только эти Собственноручно. могут быть оппоненты появляются, так тут вот сразу и наскоком, как спортсмен. да, Быть, Шашкина, быть, тут, но там он уже не спортсмен, там он уже не ведаю. Только результат общего труда может быть гарантией уверенного будущего. Я откровенно говорю народу, вам с вертолета деньги разбрасывать не будем. С Так обеда, ты ни вертолеты- разу не разбрасывал. с обедок вертолетами грузять, а разбрасывать так не хочут. Ну, Ага. вот, про выборы наконец-то тоже высказался, что один, например, догадайтесь одного раза кто, при сборе подписей затеял так называемые большие и малые карусели. Я думаю, откуда-то он так добро знает. Что касается якобы очередей, желающих оставить подписи, Александр Лукашенко раскрыл секрет этого фокуса. А эти очереди – это малая белорусская карусель, как я ее называю, и большая белорусская карусель. Вот вообще какое богатство слога, что она говорит. Знаете, говорят, что на самом деле Эйсмонт – это то, что
мужик той, что руководит Белтелерадиокомпанией, его жонка пресс-секретар Лукашенко, да говорят, что они над им так стебутся, бо они ему подпихивают тое, что потом ён будет робить. И вот же все же видели этот, как БРСМовцы сделали один-единственный пикет возле Даны Мол у Минске, як они там на автобусах подвозили, а потом автобусами увозили. Все их по писаному, вот як президент говорил, так и робили. Короче, чушь. Я считаю, что наша районка даже адекватнее вообще того, что вот тут вот написано, потому что это прямая речь. Я говорю, что вы тут должны, каждый должен прочитать, проникнуться и понять, кто, блин, нами управляет. Один человек, извините, который принимает законы, принимать надо лекарства, до сих пор управляет 9 миллионами жизней, вообще судеб. И, то есть, вот это вот вообще как? Как вы можете жить вот... И это вы просто не читаете. Вот вы почитайте, вас будет каждый день тошнить от этого. И оппозиционеров стане у каждой хате по 3, а не по одному у районе. Беременным и детям не читать. Ну, это да. Вот при этом глава государства отметил, что пока не критикует никого из потенциальных кандидатов. Пока. Он их просто сажает, он их не критикует. Зачем критиковать, если тюрьмы есть? Так вот, оказывается, выдержим и победим, это все про новое правительство. Не знаю, кого они выдержать, кого они победять, но у нас новый министр СМИ. Скоро вообще не знаю, что мы будем читать, уже будет интересно, как там все новое по-новому заработает. Луцкий Игорь, который канал СТВ раньше возглавлял. Так вот, он сказал, что его работа главная будет какая? Читал? Оградить жителей от информации, которая вредит государству. Вот так это работает. То есть оградить жителей от правдивой информации. Естественно. Рудобельская показуха. Ой, ну чушь. Конечно, чушь. Вот справедливый суд, вот такой заголовок. Слушайте, вот мне кажется, что каждый белорус, которому, ну, вообще привелось, не приведи Господи, с нашим судом иметь дело, да, и заплевать должны каждый. Если у нас есть в Беларуси справедливый суд, то у меня сервант в охоту на армию. Я каждый день туда хожу. Вот, кстати, интересная тут вот есть такая регион, такая интересная... Регион, такая интересная рубрика. И вот тут, оказывается, Мозырский район, стабильность и развитие. Интересное дело, мы вот недавно были с пикетом в Мозыре, в Калинковичах, и, честно сказать, что-то люди нам не рассказывали ни про стабильность, ни про развитие, да. Усе говорили про то, что ёб твою мать, когда это все говно кончится, як усю задолбала. Вот напишите, вот действительно ли у вас в Мозырском районе стабильность и развитие? Я не ведаю. Ці на самой справе гэта не жарт, а яны работаюць усе по одной метадичцы. Чаму яны на столпы усе кіраўнікі ўсіх раёнаў беруць развіцце, стабільнасць? Адусюль у нас район будет развиваться дальше, в районе стабильная ситуация. Блять, придумайте еще некие термины. У них стабильность, развитие, главное мирное небо, и самое главное, и многое другое. Приближением ввода в эксплуатацию белорусской АЭС люди больше стали задавать вопросы про газ. Люди хотят пользоваться благами цивилизации, поэтому должен появиться нормативный документ, определяющий регламент действий на местах. Так слушайте, так уже станцию построили, а регламент действий, как они будут с людьми взаимодействовать, они до сих пор еще даже не придумали. Это такие сволочи, это где? На Витебщине? Лиозно, это на Витебщине, на Брешине? Это да, Лиозно это Витебщина. На Витебщине, это сволочуги, блядь, а не люди. Это же им, блядь, захотелось в 21 веке, видите ли, пользоваться благами цивилизации, а? Так вот. Что вы там за людей трымаете? То с кем там межа с Россией? Это Россия распустила там всю эту чушь. Ну, так и вот и придется им теперь бедным напрягаться, чтобы какие-то регламент действий на местах это ж, блин, это трындец. Я понимаю, сука, брезать надо. No. Задействуйте несколько чиновников. Так вот, и смотри, так вот рассказывают. А тут вопиющая наглость. Так рассказывают, что в районах, пожалуй,
Стоит сформировать списки желающих, чтобы видеть масштаб вопроса, который предстоит решить в будущем. Мне кажется, они пишут это про 2058 год, я не знаю. Фраза из «район будет развиваться и дальше». Ты чувствуешь, что на самом деле они будут этот регламент, те списки год готовить, а мо 3. Який год будут составлять, если памятаем, мы читали, если у нас год робится эскиз на памятник, я за 2 дня могу намалевать 3 эскиза. Так ты уяви себе, сколько они будут эти списки. Пятилетка минимум. БелАЗ знают и уважают, и председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Качанова посетила БелАЗ. Председатель Совета Республики Национальное собрание. Мне, во-первых, непонятно, что это за должность. Ну да, что она робит? Честное слово. Во-вторых, ну сидите вы там у себя в парламенте. Ну собирайтесь вы там республиканский. Ну нахрена? Это 100% работа хорошего предприятия частично стала. Ну, конечно, там уже все мобилизованы были. 2 недели намывали БелАЗы шампунями. 2 недели, месяц до этого это 100% не собирали новые МАЗы, а лизали плитку, белили, блядь, все на свете. Это точно, да. Глаза у кого красные подбеливали. Новое явление в белорусском интернете. Это появившиеся угрозы. Очень злую штуку с некоторыми заядлыми активистами сетей и сайтов играет анонимность. И, как им кажется, безнаказанность. То, что вы можете вылечить в интернет анонимно, это они плохо вам говорят, получается. КГБ работает, нет никакой анонимности, мы вас А все зачем? равно найдем. А я не понимал никогда, зачем анонимность в интернете? Ну так, а знаешь, например, работники райисполкома, им же тоже наболело, они тоже хотят написать, вот они создают себе с букетами, там, и картинками вместо фотографий, а потом вот скрыют всех, а там, блин, Барановский я все писал. равно, я думаю, что анонимность в интернете это сыкотность. А як наш Василевский себе анонимные аккаунты создавал, тоже, наверное, может он кстати, вот антиполітичні, може бути, коментарі писав где-то, для чого він йому був? Так, оказывается, вот як у фейсбуках активісти, так для їх анонімності нема, а як те, що паукам угрожають, так у їх анонімності вагон і тележка. Так и они же в Филиппинах сидят. Ну так, да. А я еще хочу напомнить, что гражданин Лукашенко тут недавно всем белорусам угрожал. Вот это как раз-таки появившиеся угрозы в белорусском интернете исходят от кого? От президента. Кто там кричал, что пострелять надо у всех? Так что я прошу вас, органы, заняться распространителем угроз в интернете. Увагу. Вот именно. Так вот, до матерка уже доходит в адрес государственных служащих, чиновников, ответственных за выборы, правоохранителей, блюдущих порядок и спокойствие. Оказывается, этих блюдущих обидели. Так такая статья вылилась. Ну, и главное, какое слово? Одумайтесь. Остановитесь. Извинитесь. Президент тут вот акцентирует. Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, Министерства внутренних дел обратить на это самое серьезное внимание. Если это кому акцент не сразу понятен, вот разъяснение. Это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву. Так что я вас тоже, генеральный прокурор, прошу серьезно отнестись к заявлению нынешнего президента о расстрелах населения. Ну, а если и так не страшно, тогда я вот еще о чем напомню. Не одни вы умеете в интернетах читать, это вообще супер, списки составлять, на карандаш брать. Знаете, как в не совсем еще забытой истории поступали в деревнях с конокрадами, поджигателями и такими же, с точки зрения простых крестьян, пардону просим, дамочки, скотоложцами, вот именно их изгоняли вон кардинально. Я думаю, что наш гражданин еще помнит, собственно, деревенское свое начало. Так что... Короче, СБ Беларусь сегодня такой трешачок. Я хочу сказать, что этот трешачок, я уверена, уже льется тут не первый год. Волшебство голубого экрана. Кстати, про голубой экран нашего БТ я могу сказать, что я видела, тоже моя мама раньше любила смотреть Киселева там и всякую наркоту, да. Вот, там есть такая Ольга Скобеева.
О, какая ведет, по-моему, программа называется 60 минут. Я ее думаю, Лизу называю. что ты Она же знаешь об постоянно. этом. Да, Да. не замечала. Так вот, меня Я больше... ее еще штативом называю. Чего? А у нее привычка в студии вот так стоять. Вот это я уже видела, да. Я смотрела, может, 15 минут в сумме, но вот этот момент я уже заметила. Так вот, и представляете, на белорусском телевидении есть какая-то там программа, по-моему, то ли главный эфир, то ли что-то такое тоже. 30 минут завтра. По выходным что-то, наверное, в воскресенье вечером. И слушайте, ну баба одна в одно. То есть они с России скопировали Скобееву на Беларусь. То, что вообще, ну нема фантазии, ну Дебилы. никакой. Уже пора уже это все. Як там? И он писал? Сейчас я скажу. Тут тоже все хорошо расписано, як надо поступать. Тут вот написано, что хотя белорусы эту заразу вытопчут ущент. Так что к белорусам обращаюсь, да, я надеюсь, что вы еще там это не сбоялись, так что давайте эту заразу вытопчем ущент. Скобеевщину и прочую наркоту и презервативы. Всем пока. Roda desta